Кыргызстане на утро 5 мая подтверждено 13 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усинбаев на брифинге в правительстве. По его словам, новые случаи были выявлены в Бишкеке 8 случаев и в Нарынской области 5 случаев. Таким образом, на утро 5 мая в Кыргызстане всего подтверждено 843 случая коронавируса. В Республиканской клинической инфекционной больнице скончался 69-летний гражданин. У него были хронические заболевания. Ранее был поставлен диагноз пневмонии в поликлинике номер 1. Из-за того, что лечение не дало хороших результатов, 4 мая пациент был переведен в инфекционную больницу. У него взяли анализы на коронавирус, результаты которого вышли положительными. Несмотря на процесс лечения, сопутствующие заболевания дали о себе знать. В контакте с умершим была дочь, которая работала в ЦСМ номер 3. Но результаты ее анализа были отрицательными. Каким-то образом мужчина заразился, сказал Усинбаев. Всего от коронавируса в Кыргызстане скончались 11 человек. У одного жителя микрорайона Сакзавод города Токмок выявили коронавирус, пишет корреспондент Турмош. Как стало известно корреспонденту, данный человек является дальнобойщиком, перевозит различные грузы. В мэрии города Токмок сообщили, что первый анализ местного жителя вышел положительным, однако второй выдал отрицательный результат. Пока рано говорить окончательно, заболел либо нет этот горожанин, потому что анализы выдали разные результаты. Теперь мы ждем результаты ПЦР. У всех его контактных лиц были взяты анализы. Все их результаты вышли отрицательными, говорится в сообщении городского муниципалитета. Азиатский банк развития утвердил финансирование в виде кредита и гранта на сумму $50 миллионов для оказания помощи правительству Кыргызской республики в целях смягчения значительных негативных последствий новой пандемии коронавирусной болезни на здоровье, социальные и экономические аспекты. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба АБР. Эпидемиологическая ситуация не представляет особую опасность, но сейчас сложно говорить, что мы достигли пика заболеваемости коронавирусом. Об этом на брифинге 5 мая сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усинбаев. По его словам, эпидемиологическая ситуация держится на среднем уровне. Ежедневно выявляется до 30 зараженных. Мы надеемся, что из-за введения жестких ограничений мы смогли удержать распространение болезни и в таком темпе со временем дойдем до нормализации ситуации, сообщил Усинбаев и отметил, что продолжается выявление всех контактных лиц, а также проведение лабораторных исследований и ведется контроль за лицами на домашнем карантине. Межрегиональное управление Министерства экономики проанализировало цены на продовольственную продукцию по крупным рынкам города Бишкек и областям страны с 7 по 27 апреля 2020 года. В том числе проанализированы среднерыночные цены на мясо. Согласно анализу, за 3 недели цены по регионам практически не изменились. При этом за год цены на вырезку говяжью за год поднялись от 20 до 60 сомов за 1 килограмм, на мясо говядины от 40 до 60 сомов.